Друзья, всем привет! Вы смотрите на СДА подкаст. Не то чтобы очень много было новостей за эту неделю, но так как у нас уже хорошая и добрая традиция появилась, мы ее придерживаемся. И сегодня в студии у нас глава Лиги Найза Нурбек Крабала. Нурбек, приветствую. Ассаламу алейкум. Стоя, по-моему, да? Нет, можно сидя, Сула. Сула наш боец KZ. Тем более про меня сказали, а не про... Бонжорно. Вот я и хотел встать, понимаешь, то есть. А почему Хотя не мне встал тогда? полтос уже можно было посидеть. И Дидар, Сарбас подкаст. Дидар, Всех привет. приветствую. Я думаю, что Тебе за полтос. Ну ладно, да. мы, кстати, пока тебя Я сейчас уйду. тебя не было, реально, прошлый подкаст, ты был в отъезде, и мы узнали о том, что Сула действительно старый человек, потому что он не знает молодежный сленг. Да? Он не знает слово «краш». Вот было время, лет 7-8 назад, Сула нас как раз-таки этим словами учил, когда в Актау приезжал с Алматы, разным новым таким... Рэп. Да, ну, рэп Скриптонит. и так далее, и так далее. Тупак, Шакур. Тупак, ну это вообще... Он говорит, сейчас молодежный рэпер, Децл появился. Все слушают в районе. Черенка. Децела. Тома. Давай Мне как раз вот Сула, кажется, это конкретный клиент Децела. Он живой, да? Мархум. Нет, Не-не, он умер. Чё? Это Не могу. плохо звучит, если это клиент Децла. Да. Ну, я имею в виду, что это Одной Фанат, ногой. фанат. аудитория. Кстати, Децл уже на последних годах жизни, он переформатировался и стал вообще не тем, кем был в самом начале, он стал таким. Он начал транс делать, короче. В смысле? Ну, песни, музыку, транс, он рэп, от рэпа. Такие слова не говорите Нурбеку. Вау, кто-то упал. Виктория? Кто-то за кадром. Кто-то за кадром. У тебя удар послабже, дай ему один шабок. Мне кажется, Виктория упал, нет? Нет, Виктория, все в порядке. Давайте поговорим о турнирах, которые прошли. Мне вот что интересно, сейчас прошло 2 турнира. Первый – это Урал ФС, где дрался боец Лиги Найза, Пума. Он дрался с Владом Белазом, вот Пума там проиграл. И потом был турнир «Наше дело». Я просто сейчас это к чему приведу все. И на каждом из этих турниров кто-то бросал вызов Марифу Пираеву. У нас на турнире Фаниль с ним созванивался, с Марифом Пираевым, а здесь Мариф пришел на турниры и с Белазом сказал, готов драться, и потом сказал, готов драться и с Александром Грозиным на нашем деле. Вот со всеми готов драться Мариф Пираев, но мне казалось, что мы вроде как застолбили его уже для боя с Фанилем, а еще Мариф Пираев на этой неделе тоже сказал, что готов драться и со Шлеменко тоже. И плюс еще хочет возглавить, по-моему, бойцовское шоу, где один из тренеров будет Арман Цурукян, второй, вот, скорее всего, будет Мариф Пираев, хайп. Реалити. Какие вообще договоренности есть сейчас с Марифом? И если они есть, просто вот как будто Мариф пытается вообще везде себя пропихнуть и взять себе максимально от жизни все. Я думаю, что он ищет, наверное, максимально там большой гонорар. Конкретно имена его не интересуют. На самом деле, если говорить о бою там Нариман Аббасов и Фаниль Рафиков, и что вообще следовало после этого, да, там Камиль звонил, в целом он вмешивался в эфир, сам где-то в переписке участвовал, в комментариях писал, до этого он сам это прокомментировал. Я думаю, наверное, с точки зрения спортивной какой-то такой конкуренции, ему, наверное, важно было с Фанилем подраться. Почему? Потому что он Нариману проиграл. С Нариманом уже драться ему смысл есть или нет, потому что Нариман, скорее всего, больше 72 там не решится выходить. И, ну, вчера даже там с Фанилем было видно разница, да, там в габаритах. И там выходить в 74, в 75, в 73 даже для него будет рискованно, для Наримана. А если Фаниль больше оказался, скорее всего, Мариф Пираев еще больше, как я понял. Ну, не в рост, а в ширину, да, по мышцам. Выгодно ли это ему драться с Фанилем? В деньгах, там, не знаю, в какой-то медийке, там, это вопрос. Но нужно Это же вопрос к тебе, наверное. Да, нужно оставить вот эти все, как говорится, эти вопросы для него самого, не для меня. А в целом нужно понять, что Фаниль сегодня обладает сдвоенным поясом Fight Nights и Найзы. Он выиграл парня, который всех их выиграл, грубо говоря. Что там уже говорить? Да, там? так и есть. Он всех их выиграл. Этого парня выиграл Фаниль. Пояс у Фаниля. Хотите? Там тот же Нариман Аббасов. Нариман уже все проиграл. То есть, Мариф Пираев, там, кого ты там еще отметил? Нет, просто Мариф вызвал... Нет, ты кого еще отметил? 71 там. Грозин отметил, там еще кто-то, потому что у Грозина есть история там с Кабардиевым. Им всем должно быть, наверное, интересно подраться с Фанилем, я так думаю. Фаниль, он периодически так становился звездой, обратно в откат уходил. Становился звездой, обратно
почему-то откатывался. И знаешь, я тебе больше чем скажу, на самом деле ничего такого плохого с ним не происходило. Это просто его внутреннее состояние. И сейчас я вижу на сегодняшний день, после вчерашних турниров, до этих поединков, уже Фаниль переформатировал вообще все вот это положение дел в голове, как будто бы, да, то есть если раньше мы видели там чуть такие какие-то определенные сложные условия, Фаниль их не то, что избегал, да, там старался как бы так, сейчас он более такой открытый, более такой, фокус у него очень хороший такой стал, и я вот всегда, помнишь, еще и до этого говорил, если Фаниль подерется от души, знаешь, как бы не так ради победы, ради пояса, ради, чтобы кто-то его по плечу похлопал, а ради себя, ради своего наследия. Вот вчера этот бой показал. Нужно отдать должное, сейчас он номер 1 для меня в СНГ в целом. Сула, кстати, также, я не знаю, смотрел ты наш подкаст или нет. Нет. Сказал, что лучший боец СНГ сейчас Фаниль Раев. Ну, так и есть. Так и есть. Сейчас все они должны вот, нацелены на него, чтобы забрать этот пояс. Этот сдвоенный пояс, там, Fight Nights и Найзы, он сейчас дорогого стоит, да? Кого ты видишь следующим тогда соперником для Фаниля? Допустим, если сейчас говорить про Марифа Пираева, это не совсем актуально. Почему? Потому что в будущем Мариф в любом случае больше 74 вниз не сгонит, насколько я понял. То есть 75 они хотят договориться. И это такая история, знаешь, в промежуточном весе. 71, 77, там, ну, тогда и... Тогда и пояс За останется. То есть за пояс это. Да. Да, ну, Не, ну будем честными, Фаниль и 300 грамм ты так тоже не сделал. ну 300 грамм, Но это допущено. это в рамках же, да? Допущено, да. То есть, знаешь, вот все подняли шум вокруг этой весогонки. Ну, Фаниль сказал и имел право. То есть сказал, типа, заберите из гонорара. Там же был конфликт какой-то определенный. Они с утра там не выспавшись, вес гонят, все на стрессе, начали между собой ругаться. В итоге, когда я там, ну, чуть время переждав, пришел, я не мог понять возмущение там Наримана, ну, в смысле его тренера. После чего тренер пояснил, что как бы они там не отреагировали неправильно. Но в итоге в договоре прописано, вот 500 грамм, до 500 грамм, если ты не согнал, ты отдаешь 10% гонорара. И соперник его, допустим, в данном случае это Нариман Аббасов, он должен принять бой, иначе ему гонорар за участие не заплатят. Вот и все. То есть он должен подтвердить свое согласие драться, да, там, с учетом того, что он забирает 10% от гонорара. И там дальше по нарастающей идет. Там до 1,5 килограмма, кажется, есть санкции, и дальше уже все. Ну, там, снятие боя. Так что 300 грамм, я считаю, что это как бы... Ну, конечно, это плохо на профессиональном уровне, но в целом это такая допустимая погрешность. Согласен. Но кого ты видишь, ты мне скажи. Давай, кого Допустим, бы ты, как глава лиги, кого бы ты хотел допустим, увидеть? если так говорить, там, типа, в плане интереса, уже история раскачанная, там, и так далее, это, конечно, Мариф. Но если с точки зрения, там, правил, с точки зрения каких-то определенных рамок, и на самом деле сегодня вот присутствует, да, мы же хотели потом с Камилем сделать как, типа, чемпион Найзы против чемпиона Fight Nights, там, в объединенном поясе, да. И вот Камиль, он не зря эту историю говорил все время. Наверное, все-таки он где-то в подсознании понимал, что с Марифом сейчас, ну, не то чтобы для него сложно, а у них видно, что у них такие, как сказать, есть отношения такие, даже позволяющие, там, ну, как сказать, попросить друг друга, да, там, хорошие отношения между ними. Наверное, так же, как и у нас с Фанилем, да, образом. Просто в свое время как раз Мариф открыл Камил, и он его вел как и менеджер. Это был менеджерский проект, просто потом они разошлись, их пути, и вот сейчас они опять стали дружить. Ну, и я думаю, там проблем нету с Мариф, но в целом Камиль не убирал эту идею, чтобы Сарнавский подрался с Фанилем. Я думаю, что... Я где-то видел, вы в эфире здесь сидели, да, плохой, хороший бой? Да, Сарнавский звонил. И позвонил Сарнавский, да? Ну, так хорошо отозвался. Тем более с Сарнавским у нас там история какая-то, да, там Сулумов, парень, который дрался с ним за пояс, чемпион бывший, да? Он, кстати, вот хотел очень так долго так писал мне, я помню, там и в Найзу писал, хотел подраться. И он замешан в этой истории, где-то он там тоже в комментариях выплыл. Ну и Артем Резников хороший друг Сарнавского. Такое тоже. Да, Сарнавский, он же вообще практически местный парень. Он же... Знаете, сладость победы Фанили, она в чем? В том, что почти 90% аудитории, 80% аудитории, она говорила, что Фаниль проиграет. Я был уверен в его победе. Что за смешок в конце был, Сула? Не, он, самое главное, он проголосовал, что Фаниль, типа, да, заберет. Но потом, когда его спрашивали, он говорит, Нариман выиграет. Как бы вот такой разговор был. А он же рассказал, почему. Когда он за кого-то болеет, те Не, проигрывают. ну это Сула же, брат.
Сула всегда наоборот Он делает. выход, он выход всегда найдет. Даже если его съели, он знает, откуда выйти. Все знают, есть только два пути. Сула, а ты кого бы видел бы соперником? У Фаниля? Ну, я бы все-таки, чисто с точки зрения Казахстана, Кабардиева. В будущем? Хочется увидеть. Не, если уйти, мы же сейчас говорили о таком глобальном поединке, Да, когда там Россия будет замешана, да, там, не знаю, может быть, даже другие страны СНГ. Конечно, если в таком ключе смотреть, он выиграл у Ханыбека. У Ханыбека сейчас состоит бой с Донченко. У них уже был там 5-раундный бой. Там чуть-чуть вопросы у кого-то, да, там после второго раунда там его еле-еле откачали, запустили в бой. Кто-то говорит, это там справедливо, кто-то говорит, несправедливо. Но я считаю, что это в рамках правил было. Теперь у них вопрос вот в 5-раундном бою за пояс. Сейчас там определяется победитель. Допустим, если это Ханыбек, сама на себя там ситуация налаживается так, чтобы там типа реванш с Фанилем провести. Если это Донченко, у них тоже здесь, я помню, что он даже здесь фоткал, история. когда нога вылетела у Донченко до потолка. Кстати, фотографию вы можете выставить. И Магомед Кабардиев то же самое, но Магомеду Кабардиеву сегодня нужно посмотреть, кто выиграет сейчас в противостоянии. Мы же говорим о чем-то глобальном, большом таком, да, то есть, который выходит за рамки Найзы и за рамки Fight Nights, да, там. Тогда это Сарнавский. Или Мариф Кажется, тогда Пираев. это Ислам Мариф Махачев. Пираев. А? Ислам Махачев, чтобы вышло за пределы. Прям там-то такие пределы. Там чуть сложнее. Да. Я думаю, Сарнавский самый такой идеальный вариант, потому что если это будет объединенный турнир обратно с Fight Nights, то, что Камил Гаджиев говорил, уже у нас есть чемпион объединенного титула, есть Сарнавский, который чемпион в Fight Nights, и логическая их встреча, а там дальше за претендента на этот пояс, пусть там Кабардиев дерется там с победителем насколько Донченко. он медийный, Сарнавский? Сейчас говорят, он медийный. Медиа. Вот смотри, извиняюсь, перебью вас, потом я вам дам побольше возможности пообщаться. Почему? Потому что просто Миша все время на меня смотрит и вопрос задает, я из-за этого отвечаю. Но я скажу так, вот сейчас хорошую схему он нарисовал, но при этом сделать надо вот так. Я об этом думал. Сарнавский дерется с победителем пары, у кого будет пояс. Это Донченко или Ханыбек. Если это Ханыбек, он дерется с Ханыбеком за объединенный пояс. Вот это логично. А Фаниль, он ждет Марифа или какой-то еще звездный бой. Не знаю, Шлеменко, может быть. Мы Сарнавский уже поняли, сейчас бой что назначен. не сможет он сделать вес. Кто? Мариф. Они же, видишь, они договорились же здесь. Промежуточным. То есть Миша там за него прям сказал, Камиль, Фаниль готов на 77. Потом уже там на Стердауне Фаниль сказал 75. Они определились в весе, и Камиль, и Фаниль понимает, что он тот не сгонит ниже 75. Это значит не за пояс будет. Нет, просто это же драка. больше пояс, все равно это пояс больше как медийный такой, объединенный. тот же пояс, У них да. же не было вот этого пути там к нему на самом деле. Если честно, он тоже прав. В принципе, там же мы ничего не обговаривали, там вопрос обоих был, и все. Просто если говорить про какие-то аналогии с UFC, например, есть пояс BMF, который сначала разыгрывался там в одном весе, сейчас уже разыгрывается там в другом весе, и в принципе, просто это пояс, который типа понял, имеет значение Грубо говоря, медийную. Понял, типа BMF, да? Ну да, по сути так получается с тем поясом, потому что не было такого, что там Фаниль прошел какой-то путь именно вот. Вы кого-нибудь не Забрал хотите претендента. оттуда подтянуть? Откуда? Я не знаю, типа Фергюсона. Знаешь, они получали гонорары до $1 миллиона. А кто его знает? Вдруг, если даже если хотя бы мы узнать. Сейчас, даже хотя бы если узнать. мы сейчас договоримся там 200 или 300 плюс 300, смысл этого боя. Хотя бы узнать. А вдруг он скажет, Знаешь, у нас же что-то- другая чуть-чуть миссия, стратегия. У нас есть свои бойцы, которые... Допустим, давай возьмем, да, вот на примере. Ты был с тех боев, когда они были в Актау, там, с Найзы я поэтому искал Кабардиев. Пятый, Да, шестой? Да. Ты видел Кабардиева, да? Какой он Видел. был, Кабардиев. До проигрыша в нашей неделе Кабардиев становился, суперзвездой. Вообще грубо говоря. грамотно. Самусев, вспомни. Офигенно. Теперь, Самосев ладно, вообще это просто. поколение прошло. Пока они развивались, уже когда до чемпионских боев доходили, у нас нарисовались такие, как Алиби Идрис, Дастан Амангелиев, Нурбек Абдрахманов, Ванда, да? Абу Нурбулат. Сейчас вот я могу там их собрать 15-20 таких бойцов, которых уже практически готовы стать звездами. Казбек Саган, Багдад Жубаныш. И эти все ребята,
Они, знаешь, ну, конечно, не все из них там охотно развивают свои социальные сети, вообще в плане пиара, там, медиа очень сильно работают, но при этом, при всем, половина из них, чуть меньше, они стали звездами у себя в регионе, у себя там, у нас в стране. Надо над ними работать, что сейчас? Не, я... чтобы... То есть, если вот с этой точки зрения, то, конечно, Кабарди. Да. И если мы смотрим как-то глобально, я про это, что вдруг я бы офигел, если бы сюда приехал бы Фергюсон. Офигел бы. Просто это была бы просто вышка. Ну, можно сделать такой бой, знаешь, как бы... Типа... Ну, окей, не Фергюсон, а кто-то вот, ну, действительно, там, ну, кто там у них есть? Конор? И то, если победить Чендлера. На контракте. Если вообще бой будет. Там уже видосы, как Конор тусуется в баре, пьет. Поэтому это супруга, да, рядом, да? Я надеюсь, что да. Там не очень видно. Вроде супруга. Не знаю, может, он, конечно, как Гарсия там обманывает. Это в машине? Нет, в клубе, прям в клубе. Кто, про Конора говоришь? Да, да. Да ему вообще все можно, господи. Не, может быть, он просто обманывает, как Райан Гарсия. Вот сейчас тоже делал вид, что он типа сумасшедший, алкаш, наркоман, а на самом деле тренировался в свое время. Может быть, Конор так же делал. Вот я соглашусь с одним мнением, что вообще в целом этот спорт, он для голодных ребят, для голодных... Вот недавно, да, кстати, Дана Уайт про это намекнул. Когда-то, говорит, они дрались там за $1000, да, там, и писали тебе там миллион раз в день, а сейчас, говорит, на их счету там по $1 миллион, и они, говорит, их нужно искать, чтобы там устроить им бои. Также и с Конором, думаю, в Конору сейчас не нужен такой конкурентный бой, где ему ногу сломают или там, не знаю, котелок набьют. Думаешь, не будет его поединка? А мне кажется, нет. Не, ну, с Чендлером уже бой официально объявлен. Ну, и это как раз-таки тот бой, где он может там условно ногу сломать, да, чтобы это не подразумевало. Ну, то есть он там жестко может проиграть, потому что Чендлер, он и бьет сильно, и... Ну, он в топе находится UFC сейчас. Да, он такой на ходу боец, он его долго ждал, он голодный, он выйдет выигрывать. Уже 3-й или 4-й раз мы это вот на протяжении 2 лет или 1,5 года я слышу, что с Чендлером будет сейчас бой, вот-вот. Нет, то есть тогда это не было официально объявлено, сейчас это официально? просто, это сейчас уже официально объявлено. 53-й. Если честно, я слышал, что даже было официально 1 раз объявлено. Нет, ни разу не было. Конору Чендлеру. Просто они оба были в ТАФе и говорили, вот ТАФ закончится, они потом будут драться. И все это муссировалось. Конор там всякие уловки, отмазки, короче, не принимал бой. А Чендлер ждал. Кто за кого болеет? За кого болеет? Знаешь, вот такой, наверное, момент, когда он там... Ты понимаешь, что Чендлер сильнее, да, там, в плане профессиональном, но в любом случае... Думаешь, сильнее? Ну, да. Ну, если смотреть... Он как минимум каждый день тренируется, не то чтобы он сильнее, он прямо он физкультурник, он каждый день тренируется в отличной форме. Я за Конора по любасику. Король. Сейчас как раз Дрюкус Дюплесси, это чемпион 84 килограмма, он давал интервью и рассказал, что каждый боец, вообще ММА, должен каждый день говорить спасибо типа Конору Макгрегору, потому что без этого человека бы индустрии бы не было бы на том уровне, на котором она сейчас находится, и люди бы не зарабатывали бы столько, сколько зарабатывают. Однозначно. Да, вот две эти, как его, планки в PPV. В ММА это Конор Макгрегор Хабиб, 2 400 000 покупок. И в боксе это Конор Макгрегор и Мауэзер. Я думаю, даже там не только... Не Мауэзер стрелял, а Конор Макгрегор стрелял. То есть там 2 700 000 покупок. Там все бои Конора, в принципе, они в рекорде. И это в рекорде, кажется, мирового PPV даже. Нету такого. У них должна быть сейчас вот в Ирландии пресс-конференция будет как раз у Конора и у Чендлера. Вот, и, видимо, если будет пресс-конференция, то, скорее всего, и бой тоже будет. Да. Ну, вообще, я буду жестко за Чендлера болеть. Болеть? Потому что он долго ждал вот это, как бы, он бой не принимал. Какая разница, почему потом? Ну, если болеешь, нравится. Я просто Чендлера, знаешь, вот у меня друг Нурбек, судья, он по нему как бы типа нравился он ему. В боях, там, в этом. Просто Конор... Почему я за Конора болею? Не то, чтобы я болею за него, просто как бы для индустрии выгода будет, чтобы он выиграл. Ну, это 100%. То есть я в этом плане говорю, да, там. Мы уже смотрим, как, типа, в плане, там... Бизнеса, короче. Не то, чтобы даже бизнес, это же влияние на нас тоже влияет. Вот чтобы вы понимали, все, что происходит в UFC, влияет на нас. Однозначно. Быстро, сразу, эффективно... И все это как бы переносится на нас. Но я не удивлюсь, если Конор выиграет, ему сразу дадут Ислама Махачева. Не, он сейчас же не в 70 дерется, Конор даже. Нет, я говорю, я не удивлюсь. Не, я удивлюсь.
Я думаю, что не будут Конору делать какие-то серьезные прям бои. Единственное, что Конор сам сейчас уже разогревает реванш с Хабибом. Он говорит, что типа у Хабиба там долги, короче, ему надо возвращаться. Да нет, вот это я точно не верю. Ну, я не верю с Исламом в его бой. Но знаешь, То есть бой вот то, с что Исламом Хабиб, более реальный, вот чем то, что Хабиб. Хабиб, да, допустим, до этого сказал же он, что он, с ММА там, а сейчас его появление в залах ММА, как в виде даже наставника, да, там, видел, заметил? Да. Это уже говорит о многом, да, ну, и его можно понять, да, на пике славы, там, он от всего устал, представляешь, у него своего личного времени нету, там, везде ходит, там, везде надо, на самом деле, даже ты помнишь, когда он к нам приезжал, да, там, у него не было времени просто тупо в туалет сходить, ну, так, до того все плотно было, сложно было, и... Наверное, от этого тоже человек устает. Не наверное, а конкретно по нему видно было, что он от этого устал. А какое-то время проходит, и как бы, ну, и скучает, вопрос, да? наверное, скорее всего, в деньгах вопрос точно не стоит у Хабиба, но там в каком-то вот этом ощущении азарта, да, вот этого легкого мандража, вот этого, знаешь, как бы соревновательного процесса у Хабиба, потому что он чемпион по жизни, он боец по жизни, он спортсмен по жизни. Я думаю, что в нем это однозначно может сыграть. Да, 100%. Он в форме хороший. Просто единственное, что он сказал уже, что типа обещал маме не уходить. Ну, А он в хорошей форме? Да, все же мы же говорят. миллион таких историй слышали. Ну, к нему просто будет совсем другое отношение. То есть, прям я представляю, если он вернется, что будут писать там. Он же не Федор Емельяненко, которого на пенсию проводил Путин. После этого он обратно вышел на бой. Он же не Федор, ну, не с такой же судьбой. Мама важнее Путина. Все-таки мы привыкли, что Хабиб, когда говорит, он делает, и он сам об этом говорит, типа, я уже один раз сказал, что я не выйду, значит, я не выйду. И к нему чисто со стороны болельщиков уже будет не то отношение, которое было до. Если он сейчас примет бой, выйдет и будет отмазываться. Да нет, там просто я там с мамой поговорил. Если победит, все будет норм. Если проиграет, будет вот так, как ты говоришь. То есть Конор будет за это цепляться условно, или там не Конор, другой боец, который примет, он говорит, ты же обещал. Конору Макгрегору, мне кажется, он даже... Вот разбудишь Хабиба сейчас, да, там, ночью, и поставишь с готовым Конором Макгрегором, он его в любом случае выиграет. Я тоже так думаю. Плюс как раз чемпион ACA 84 килограмма Магомед Расул Гасанов. Это такой доминирующий чемпион в ACA, который прям тоже всех разносит. Вот. Он говорит, что сейчас как раз в кемпе работал с Хабибом и ничего не может тоже сделать ему. А это 84 килограмма, и Хабиб его контролирует. Да, нет, это понятно. Хабиб сейчас в 90 А он сможет сделать, как вы думаете, 70? Я думаю, что наверное, нет. уже нет, да? Кто? Я думаю, нет. 77, наверное, да, будет? 77, Мне кажется, не да. сможет сделать. Может, и 77 не сможет. Не-не, 77 сможет. Это если он 90, что, Если он 90 даже 5 держит, он 77 Блин, ну это прям... Ну, в легких, Ну, да, там уже ему вернется точно. понадобится время, мне кажется, больше. Ну, конечно. Да, чтоб полгода, там, год. Выстроить рацион. Вот же были времена, да? Конор, Хабиб, офигеть. Как этот бой Да, и раскручен? вроде недавно Это было, на самом деле, было суперское. суперское. А сколько, 5 лет прошло? 6? Я помню, кажется, вот да. смотри, я помню на Офигеть. чемпионате Казахстана по панкратиону, чемпионат Казахстана по панкратиону в Павлодаре. Ты павлодарский? Нет, я Станинский. Кто у нас? Фаниль. Фаниль нас Астана? Да, и у нас А где это? чемпионат Казахстана по панкратиону 2015 год. Когда Конор проиграл Нет Дису? Наверное, не знаю, какой-нибудь 18-й год. Мне кажется, прям очень давно. Когда его вот этот... Ну, он достойно задушили за проиграл. 10 Не 18-й год. Достойно. Проверь, пожалуйста, это 15 или 16? 16-й год? Офигеть. Вот мы сидели на чемпионате Казахстана, и этот бой идет. И знаешь, вот поединки идут, там все за друг болеют, а там же утро, мы утром сидим, и вот так телефон все держат. И вот от этих основных поединков, которые там на двух коврах идут, все ориентировались на вот такой маленький телефон, а подписка же не у всех, там у меня то ли была, то ли у кого-то была, ему так, то ли пиратскую мы смотрели, вот так сидим, и вот так 100 лиц, короче, вокруг маленького телефона, вот так все сидят, и такой, уа! Все ждали, чтобы Конор проиграл. До того, ну, как мы все хотели, чтобы Конор проиграл. И такой, уа! Все, весь зал такой, бои остановились. Судья говорит, что там, проиграл Конор. Все. Весь Там человека Казахстан, душат. Постучать. весь Казахстан болел, ну, что против Конора. Вот он, вот так надо уметь, да? Я тогда тоже радовался. Да? Мы очень Не, мы сильно все радовался, радовались, да. я тебе говорю, все Я радовались, не что Конор радовался. проиграл. Я не радовался. Я был за Конора. Не, ну, Дис, ты что, Дис, это такой, как Плохиш. говорят же в Англии про регбистов, как говорят? Нет? Джентльмены, которые играют...
хулиганы, говорит, которые... футболисты, говорит, это хулиганы, которые играют в джентльменскую игру, а регбисты, говорит, типа джентльмены, которые играют по-хулигански, типа, по хулиганским правилам, типа такого. Я извиняюсь, если я неправильно выразился, там Маке есть такой, он президент федерации, один из основателей этого регби. Он мне это говорил, надеюсь, приблизительно правильно сказал. Мурат такой. Ты был когда-нибудь на регби? Ну, конечно, был. Я тоже был. Прикольно. Не, мы сами устраивали игры. Кстати, регби, вот такой, его на казахском называется Жею Кукпар. Кукпар же есть? Типа, пеший Кукпар называют игру. Кстати, вот в Абу-Даби, да, или Дубае проходит S7 турнир такой. Почти 70-80 тысяч людей собирает. В каком виду спорта? По Кукпару или по регби? Регби. Окей. Давайте вернемся от UFC опять к нашему делу, турниру. Кто-то смотрел? Наше дело? Да. Нет. Хороший турнир. А кто дрался? В главном бою Грозин против бойца из UFC, Алекса Оливейры. И там везде был Пираев, да? Да, и вот Пираев и говорит... Там тоже был? Тоже. И вот он тоже уже пришел туда. Свадебный генерал, да, прям? Вот да, я про это просто и говорю, что, конечно, он сейчас себе набил цену вроде как. Да, хотя... Кажется, он сейчас вот так возьмет все предложения, которые у него будут, и просто выберет там, где большой чек и где более-менее нормальные условия. Логично было бы так. Да, однозначно за какой-то конкуренцией гнаться, наверное, ему смысла нет, но при этом, при всем, я сказал факты, где ему лучше подраться, с кем. С опасным Фанилем, при этом он выиграл Наримана, и тогда у него вопросы там, закрыл. Нариман, да, можно закрыть вот так, потому что с Нариманом он железно не встретится. Это уже понятно. По весу я имею в виду. И в конце турнира тоже Арман Гулян говорил про какие-то там варианты дальнейших турниров и сказал, что они хотят в Казахстане сделать турнир. Я просто хотел... Наше дело? Да, они говорят про август. Да, я тоже слышал это. Я просто хотел тебя спросить, с тобой как-то тоже это обсуждалось? Помнишь, совместку? Вот с кем мы проводили совместные турниры? Их было 3, да? Урал, крайне самый офигенный. Урал, Игл. Самый суперский был. И везде это были, знаешь, как бы такие дружеские отношения. То есть нет, мы не проводим там... Ко мне много и китайские промоушены выходили, и с Брейва выходили до этого. Все хотели как бы так, не то чтобы там мы там, да, и вот Найзу прям там все хотят с Найзой проводить, а просто выходили на нас. Я, никогда практически не зная человека, не соглашался на это. А вот, допустим, с Камилем, там, с Шамилем Зауром и с тем же Ленаром, да, там... Радмир и Ленар были ребята. Мы с ними там пообщались, один раз в гостях побывали, познакомились. С Радмиром там мы давно знакомы. И как бы вот история пошла, она как бы интересна. А так, когда не знаешь, я Гуляну, честно сказать... Вы с Арманом не знакомы? Нет, не знакомы. Ты же ездил тогда на «Наше дело». Нет, ни разу не ездил. Не ездил, да? А вот «Наше дело», они себя позиционируют как проф-ММА? Да, уже все. Уже проф-ММА, да. Как раз, когда Армен пришел, они стали профлигой, и вот последний турнир, почему я рекомендую посмотреть, прям, хорошие бои, вообще не было фриков. Они вообще от этого отказались полностью, у них теперь там ни чемпионков, никого нету. Круто. Но опять же, вот это, знаешь, как бы время нужно. Время нужно, чтобы... Я как вот наблюдаю, промоушены, которые занимались вот именно фриковыми боями, не будем называть поп-ММА, скажем так, да, это фриковые бои, там подставные бои, или вообще заведомо понимаешь, когда там разные ситуации, да, там блогер с кем-то дерется, еще что-то. Эти промоушены, когда они переформатировались, как сказать, традиционно назовем, или там, не знаю, настоящие там ММА-промоушены, там, значит, там ситуация такая, что, возможно, они такого выхлопа уже не поймают, и, по просмотрам, по охватам, и, возможно, им букмекеры столько не заплатят, партнеры. И вот как раз-таки тогда и будем наблюдать, они продолжат это дело или нет. Сейчас «Наше дело», у них спонсоры «Газпром», поэтому у них с финансированием прям все в порядке. Я слышал, что не спонсоры, а купили, да, долю? Да, у них там просто финансовые показатели, там вообще вложения прям какие-то нереальные. Миллиард рублей, по-моему, да, там прям очень большие деньги в них влили. Прикольно. Поэтому, в принципе, да, они делают сейчас, подписывают каких-то интересных ребят, и делают большие бои. Давайте дальше поговорим про тоже другие лиги. А про Пуму давай чем? Про Пуму? Как это? Я не видел этот бой. Кто-нибудь видел? Бой такой, Урал-ФС. Пума, да, Урал-ФС, Пуму, Влад Белас, Ковалев. Он, кстати, вместе проходил сборы с Фанилем как раз в Осетии. Мне Фаниль рассказал. И он сказал, что в очень хорошей форме он был. Кто, Белас? Да, Белас. И уже хоть и там Пума одноклубник Фаниля, но мне как бы и Фаниль сказал, что шансов маловато, потому что там парень на очень хорошем ходу, Белас, в хорошей форме. Просто забарывал, бил.
И Пума, в принципе, просто судья остановил, потому что Пума пассивное действие, ничего не делал в втором раунде. Ну, кстати, я видел шансов не сторисы Пумы, лицо вообще не покоцанное. Да, но он просто его типа контролировал, бил, Пума А ничего не Пума, делал. мне кажется, знаешь, вот чтобы вы понимали, там у Пумы была история такая перед совместным турниром Найза Fight Nights. Ему предложили подраться с Гасановым. И он должен был выйти на замену этого Самандара. Вес Пумы был 95 килограмм. Я считаю, даже он, мне кажется, даже одну тренировку в неделю не делал. Стратегия. Нет, это нереально. И на этот бой он поехал вообще без подготовки, насколько я знаю, по моей информации. А почему? Знаешь, уже такое ощущение, как будто сейчас не то чтобы уже все, да, забыли про Пуму. Такое ощущение, как будто сейчас он думает о денежных боях, хотя ничего еще не сделал толком, да. Женился. И сейчас вот думает, как бы, типа, заработать. Слушай, на него конкретно у тебя, ты же думал Вот это губит бойцов. Вот это губит. И я не буду сейчас поименно назвать, кто по этой стратегии пошел, но она для всех она оказалась губительной. И, раз у них нет таких амбиций, это уже говорит же о каком-то личном отношении к этому делу, а вообще в целом миссии, там, не знаю, ожиданиях каких-то. Мне кажется, действительно ему рано думать о денежных боях, потому что здесь сколько ему лет? Нет ничего. Я думаю, что близко к 30. 28-29. Но я почему-то думал, что для него это просто как возможность показать себя на рынке, да, российском. Да не. И думал, что он там просто покажет максимум свой. Я думал так. Да, максимум нет. Когда мне предложили этот вариант, типа на замену, конечно, естественно, я подумал о Урал-ФС. Там думал, сейчас у нас выйдет, травмируется, Урал-ФС не сможет возглавить карт. Как бы это тоже в голове сидело. Но, с другой стороны, подумал, в принципе, он у нас на контракте изначально. То есть Урал-ФС ко мне даже не звонил, не спрашивал, можно у нас выступит Пума, если так посудить. Я подумал, ладно, что, они у нас не спрашивали, мы у них спрашивать не будем. А потом, когда на форму Пумы посмотрел, этот бой ничего не давал. С Самандаром у Гасанова, да, история. С Гасановым, с Пумой, не совсем интересная история, но при этом я Гасанову пообещал, что будет бой, в любом случае там сделаем. И когда я ему этот бой предложил, тот обещал до какого-то определенного уровня вес согнать, бой не носит там титульного характера, там подеремся и так далее, и так далее. Да. Где-то в глубине души я понимал, зачем этот бой нужен. Гасанову, Пуме и мне вообще в целом. Да, потратимся мы хорошо, да, там карт забьем 12-м поединком, но при этом, при всем, он ничего не дает. И Гасанова тренер уже там потом сказал, что говорит, реально, если честно, этот бой нам не нужен. И я считаю, что профессионально сделали, профессионально сказали это все, и мы отменили этот поединок вообще в целом. А, кстати, гонорар ты платил, нет? Кому? Гасанову. Гасанову, да, за участие однозначно заплатим. Почему? Потому что парень готовился, он это в условиях прописано, не по его вине бой сорвался. Самандар... Будь здоров. Нет худа без добра, как говорится, этот. Я думаю, что третья попытка создать это противостояние между Самандаром и Гасановым будет такая интересная. Я почему-то думал, что вы не дадите такую третью возможность. Не, надо дать, но в карде обязательно будет и тайлак, и... Вообще, в случае этого боя вы планируете делать человека, который будет страховать бой этот? Он и здесь был, он в периоде рассматривался, но, знаешь, они нужны, эти страховочные бои. На самом деле просто нужно понять, какой из этих боев в итоге главный, самый главный. Допустим, в бою... в этом карде, там, когда был Гасанов, Рузматов, Гасанзаде, Сабитов и... Фаниль Аббасов. В процессе, да, были какие-то там приоритеты, исходя из ощущения, да, понимания, цифр, там, аналитики. Но все мы в итоге понимали, что главный бой здесь это Алиби, главный бой это Фаниль Рафиков и этот... Допустим, если бы состоялся бы, наверное, Рузматова и Гасанова, по ощущениям мы бы поняли. Но на сегодняшний день мы еще от них эффекта такого не видели. От Гасанова и от Рузматова, чтобы бум, да, чтобы хоть он даже титульный, хоть не титульный, но посчитался таким качественным, важным, да. И вот то, что, допустим, в карде же дрался еще и Даник, еще и дрался Жасик, еще и дрался Нургали Нургаипова.
Допустим, Ванда дрался. Вот эти все, если поединки проанализировать, там ярко какие в глазах, в памяти. Это, Фаниль однозначно, Алиби, хотя соперник там вообще, ни слова не сказал, да, в очках вышел и все. Никакого там, грубо говоря, трештока или противостояния вообще не нарисовывалось. Нарисовался он в последние 15 дней. Но хороший, качественный соперник. Нургали и Нургаипола. Очень интересное противостояние получилось. Да? Все ожидали, что выиграет, переедет туда-сюда. При этом молодой пацан там еще и оказался с Дартима. Али Батрудинов там сделал свое дело. Я еще помню, как вы на пресс-конференции сказали, я вот этого парня с нашей Дартима, говорит, не знаю. Да, так и есть. Я правду сказал, что я, честно сказать, я даже удивился, когда сказали с Дартима. Его, знаешь, кто только знал? Кто? Айгерим. Айгерим? Понятно, она биографию его читала. А что еще хочу сказать? И этот был, как его? Ванда. Конкурентный с этим Токаревым. Токаревым. Очень хороший такой конкурентный поединок показали. У Даника, понятно, соперник там не ахти, но при этом при всем свое дело сделал. Даник не виноват, да? Хотя тут тоже так. Если бы Даник не попал, там, черт его знает. Допустим, Нургалин Нургаипол тоже там думали, сейчас вышел, там молодой сейчас растаскает. Чемпион России по ММА молодым. Да. Он, кстати, не чемпион оказался, а серебряный призер. Данияр Кошбек. Вице-чемпион. И этот Ужасика тоже соперник, такой, не пипец сильный, но они тоже не виноваты. Но при этом, при всем, мы понимали, да, где будут бои лучше, и по факту они реально показали. Так вот, давай перейдем к следующей теме. Ты хотел на замену выйти в поединке по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу между Асланбеком Бадаевым и Анатолием Сульяновым, потому что Анатолий очень долго не подписывал контракт. Он подписал в итоге? Там видео он выложил, там не видно, что он подписывает, но видно, что он в руки берет контракт, и непонятно, подписал он или нет. Скорее всего, подписал, не знаю. Ты пришел, я пришел, да. Я на самом деле не на замену предлагал, а предлагал схватку с победителем. Схватку с победителем. По грэпплингу? Да. По каким правилам? DC? Или что? Submission only, наверное. Submission only. Без кимоно точно знаю. Ноги. Кажется так. Я смотрю, там замес начался. Что президенты лиг там между собой какую-то схватку устраивают. Гонорары неплохие. Можно сказать, даже. Я бы сказал, хорошие. Отлично. Очень хорошо. 15 миллионов. 15 рублей. Мне кажется, что очень мало. За победу? Или это общее? За участие. За участие. Нифига себе. За участие. Знаешь, хорошая, я скажу. Я могу тебя Хорошая конкретно история. подготовить. Хорошая история. 50/50. Конкретно приготовлю. Я 40/60 Выиграешь. Там вообще кто-то... Тогда я вообще 10%. 90 на 10. Нет, с ними ты проиграешь. Со мной ты выиграешь. Хочешь выиграть, не жадничай. На сентябрь у них такая. Я эту же историю надо продолжать. Давай, хай они, если поборются, дальше мы можем продолжить. Давай. А ты вес сделаешь? 85, да, они говорят. 85 сделаю. А у тебя сколько вес? Мне кажется, за 100 у тебя. 95. 95? Не верю. 95? Надо сейчас интерактив весы сюда в студию. Мне кажется, за 100. Не, как за соточку ты что? В принципе, это же не профбой. Там можно по весу договориться. Я думаю. Не. Я просто Асланбек, он очень мелкий. 85. Вот смотри, у меня 9 числа стоит схватка. Вот по грэпплингу. Вот сейчас в июне бьются по АИГА. Здесь. А в АИГА? Да. Нифига себе. С кем будешь? Не схватка, а в целом хочу На выйти. турнире. Соревнования, да? Да. И ты заявился какой вес? 91, допустим, чтобы ты понимал. В 91 верю, что ты... Где 91, там 85, я думаю. Ты друга будешь, наверное, злой ходить. Ты уже Сгонять придумал вес. себе? Выход Сула впереди. 50%. Я 2 фильма видел по грэпплингу офигенные. Я тебя офигенно подготовлю, братан. Нет, а этот, как Наримана же Знаешь, я выводили, реально, вот так сделаю еще раз. С танцующим Сулой. У Имина там спроси тактику. Сула, Ола. Хочешь победить? Там без гонорара просто, за медаль. Полмедали тебе придется. Здесь в АИГе. В Я тебе АИГе? половину медали отдам. Ига своя лига же. А когда будет? То ли 10, то ли 9. Июня. Да. А ты еще не знаешь, сколько в весе народу? Мы заявку дали, там же по возрастным еще там, мастер А, Мастер мастер два Б. у тебя какой-то. Что-то такое, короче. Мастер 3, наверное. Я просто хочу начать соревновательный У тебя процесс. сколько, 45, Вообще, да, тебе было? эта идея была не под этот турнир сентябрьский, а вообще в целом у меня. Вообще твоего возраста там вообще допускают? Челлендж был. Что-то я сомневаюсь, брат. Нет, там даже твои возраста есть. Нет, моего возраста точно нет. Хотел узнать. По-моему, ты 56. тоже что не попадаешь, брат. Ты по блату хочешь залезть? 60-летние тоже есть, брат, там. Что-то, по-моему, нет. 45 лет туда не залазит, брат. Ты что? А вот вы сейчас выступать будете, готовитесь? Я? Да.
я вот именно в плане, там, допустим, борьбы еще не готовился. Вот эту неделю хочу побороться в целом. А в плане там... Нурбек, тебе точно надо сул убрать. Единоборств. В плане там, ну, кроссфита. Не бойтесь, мы выиграем. Я честно скажу, уже вот у меня просто как бы с начала года вот 2 старта стояло. Первый старт это вот гвардию, куда я ездил, там гири, бассейн и там еще что-то было. Канат. Этот старт вот грэпплинг. Я специально себе в планах там расписал, что там, ну, летом там побороться. Осенью я хочу прям Выиграть Бадаева, да? реально подраться. По Панкратионе, по ветеранам, да. И вообще вот в этом году, я думаю, не успею, но если не успею вдруг, на следующий год перейду, но постараюсь в этом году уложиться, это половинку марафона хочу сделать. Айронмена. Не марафона, а Айронмен. Нифига себе, круто, Половинку. круто, брат. Ну, проплыть там 2,5, проехаться 90 и пробежать 20-ку. А тебя будет Нести? в море теплотка ждать на половине пути или как? Спасательный жилет. Кстати, знаете, да, в там без Ironman спасательного можно- жилета, брат, ты же в Можно курсе? просто бегать в воде. Насколько я знаю. Если ты плавать не умеешь, если ты хочешь Ironman пройти, не обязательно прям плавать. Можно в воде просто... Я знаю, что если вода там, допустим, в температуре не укладывается по нормативу, они вместо плавания дают что-то другое. Я знаю это. Шашки. Да, На скорость. но я температура слышу, слишком вроде большая. отменяют заплыв, да, что-то делают. Да, заплыв отменяют, вместо этого другое что-то добавляют. А это когда будет? Какое Вот время В года? Ironman, кстати, вот хотел обратиться к ребятам, которые умеют бегать. Научите меня бегать. Я, в принципе, Алена бегаю. же. Алена же умеет, да? Не, ну я по технике, потому что я Алену спросил, Алена так говорит, там другая девчонка так говорит, мне нужен такой профессионал-тренер А это вообще же, по-моему, именно с олимпийской дисциплины. прикол всех бегунов, что у всех своя техника, и прям такого какого-то универсального вроде нету подхода. Не-не, есть основы, как ставится стопа, после чего как бы то ли пятка, то ли носок. Там, вот так. Асикс. Главное, купи Асикс, брат. Мне Это кажется, самое. тебе Сулу придется брать и в тренера по Ironman. Я 5 километров, вот не знаю, как насчет 20-ки, я 5 километров в любом случае пробегу. То есть для меня 5 километров норм. Я полумарафон бегал. Я 10 просто пробегал на тренировке. Нет, ну я пробегал 5 гораздо каждый год больше, пробегал. но 5 Ну, не вообще каждый не год, вопрос. через день. Без проблем. Ну, 5 и не сложно. Да, 5 вообще, как бы, Я вот когда 20 честно сказать, я раньше вообще не любил бегать. Вообще прям, знаешь, как бы бег для меня было так. Я 5 щас- сказал, 10 я хотел сказать. Причем 1000. Миллионов долларов США, да? Видишь, это Форрест с Гамп знаете, да? возрастом, С Уиллом. Тебя это скоро ждет буквально через пару лет. Давайте еще по одной теме поговорим. Ее Не, предложил. давай зачем одну, давай миллион. Миллион? Давайте. Ислам Махачев, Паре, когда мы? Вот как раз на этой неделе, сейчас до него, дали уже 2 важных боя в весовой полусреднего веса. Первый – это Леон Эдвардс против Белала Мухаммада. Из топовых ребят они будут драться за пояс. Второй – это Ян Гэри против Майкла Венома Пейджа. И, получается, из топа осталось 2 человека, которые боями не заняты. Усман? Это как раз Шавкат Рахмонов. Ну, Усман просто непонятно, он может 84, может 77. Есть Шавкат Рахмонов, есть Джек Делла Маделена. Оба парня идут на диких сериях. В UFC у одного 6-0, у второго 7-0 серия. И как раз, когда я Шавката спрашивал по поводу боя Белала и Леона Эдвардса, он сказал, что там, он пока не о победителе думает, а, возможно, подерется как раз с Джеком Делла Маделеной. Этот бой возможен. Что думаете о нем? Интересно. Как раз кто-то его таргетирует, да? UFC сами таргетируют или кто? Нет, ну просто его давно обсуждают. 2 в UFC. Не-не, вот прям побежденных. вчера буквально, позавчера. Я там пост начали выкладывал, пост. что возможный бой. А, ты выкладывал, да? Да. Еще турнир а ты в Австрии, откуда? да? Не в Австрии, а в В Австралии. Австралии, то есть. А у тебя откуда такая информация? Просто Ну, умом это, не брат, дошел ну, до этого. это... Аналитика. Возможный Аналитика? бой. Я написал возможный бой и как раз просто пообщался. Мадлен это вот тот, который как бы типа у них одинаковый рекорд, да, с Шавхатом, У да? него даже у Мадлена 1 бой больше, и он... 18-1, да, у него? Нет, в смысле, у него в UFC 7 побед, у Шавката 6 побед в UFC, а вот так Мадлен рекорд 17-2. Он 17-2, начал с 2 да. поражений в Да. карьере, потом сделал серию с 17 боев. Красивый профиль у него. Анфас. Да, нос у него жестко сломан. Просто Белый нереальнейший. такой, да? Но вообще я не вижу шансов. Ну, не прям, не то, что прям Шавкат его переедет, но у Деллы Мадалены был один бой, не помню, как его зовут, Хафез, что ли, где он его все 3 раунда валял, и потом спорным решением отдали победу Мадалене. Кто валял? А Мадлена? То есть его соперник, Мадалену, Хафез, по-моему, его зовут, да. Он на коротком уведомлении вышел, все 3 раунда его заборол, от ударов он избегал. Ну, как не избегал, он старался в стойке не проводить бой, потому что Мадалена хороший, ярко выраженный ударник.
Шавкату там план на бой просто переводить, и мне кажется, он его досрочит. Ну, Да, он крепкий ударник, да, он там удары держит, Мадалена, он еще, по-моему, левосторонней стойки, да, бьется, но такой, мне кажется, Шавкату по силам еще и досрочно закончит. просто у Шавката были проблемы с Нилом в бою. Он там лишнего пропустил, а Мадалена, типа, он на протяжении всего боя... А Шафат после этого уже еще один поединок провел. Да, потом с Томпсоном он спокойно разобрал. Я про то просто Вот говорю, ты смотри, вот как раз-таки давай эти два поединка. Я не хотел вам мешать, опять хотел, чтобы Сула что-нибудь сказал, но прям напрашивается сравнение. Допустим, был поединок между Шавхатом и Джефф Нилом. Да, мы увидели такой адреналиновый сумасшедший поединок, где Шавхат там даже пропуская шел вперед, чтобы там, финишировать. Все там начали беспокоиться, а ударки Шавхата, кто-то начал говорить, так нельзя драться, но в итоге этот бой там облетел все просторы интернета, и я даже больше скажу, что Шавхата, наверное, после этого поединка и очень так активно и начали обсуждать в UFC. Именно не только казахстанская, и иностранная аудитория, да, то есть... Ну, в топ-5 вошел, да, американская, да, после этого сразу. Теперь у нас второй поединок Шавхата с Томпсоном. Опять Томпсон, да, там кто-то говорит, что сбитый летчик, кто-то говорит, что опасный, там, каратист, не каратист. Но при этом, при всем, Шавхат вышел с травмой. И вот, знаешь, для меня это показатель. Я бы хотел, конечно, чтобы Шавхат там на отважной волне, так же, как и с Джеффом Нилом, подрался в размене, где-то упал, где-то встал, то выиграл, и после этого там громкая история получилась. Но Шавхат, учитывая, что у него нога травмирована, нога же была, у него трещина, прикинь. Он расчетливо все сделал и выиграл. Там какой второй раунд? Третий. задушил. Джефф Нила в третьем. Нет. Томпсон. В первом или во втором раунде? Во втором. Это все произошло, и Шавхат показал, что он разносторонний. Он не только там, да, человек, который ва-банк идет. Он расчетливый. Он знает, если у него там рука там, послабее сегодня, да, там, он знает, как выиграть по-другому. Но в любом случае этот парень эффективный. И в любом случае он выиграет. То, что он сказал там, я не знаю, что он может там противопоставить, да, этот, как его, Мадалена. Но я бы так не сказал бы, да, естественно, тот тоже на подъеме. Последний раз мы с тобой, там, помню, обсуждали, у него тоже там какие-то 7-8 побед к ряду. 7 побед. Да, и что-то там какая-то серия из досрочки, да? Не, у него вот есть решение, просто он за короткое время все это сделал. Да. И это будет конкурентный поединок, но Шавхата, чтобы выиграть, вот два фактора. Или Шавхату надо не тренироваться, даже в промежутках, реально там, да. А второй момент, это надо выключить Шавхата. Потому что невыключенный Шавхат, но уставший, он еще опаснее, чем в других моментах. Да? Так что вот этот момент. Тем более, что этот не особо, да, там переводит, да, Мадалена. Но он бьет, очень тяжело бьет просто. Такой прям. Да, ты привел пример там, с Джеффом Нилом. Там нужно брать два фактора. Джефф Нил сделал перевес, то есть он не сделал вес, да, он вышел тяжелым. И у Шавката, насколько я знаю, в тот период у него были проблемы со спиной. Почему он не переводил или с коленями, что-то я помню, мне Эдуард рассказывал. Почему именно бой проходил в стойке с Джеффом Нилом? То есть здесь еще, конечно, важный момент, в каком физическом, да, состоянии подойдут оба бойца к бою. Тоже важно. Мы в коридоре стоим, я Асу и этот, парень в Америке, казах. You will lose. Ты так ему сказал? Нет. Я это видео помню. И мы стоим, короче, я говорю, все же на азарте такие готовые, что-то там в коридоре стоим, и смотрю, этот Джефф Нил идет. Я на него смотрю, лицо знакомое. Я говорю, это кто? Он говорит, это соперник Шавхата. Я такой, не знаю, что сказать. Хочется что-то сделать. Стою, я говорю, как будет Шавхат тебя побьет? Он говорит, на английском забыл. Даулет. Переводит мне, говорит, beat you, кажется. Да, он сказал, да, beat you, скажи beat you. Шавхат, beat you. Я говорю, Шавхат, beat you. А он что-то со мной общается, а потом, когда на переводе показали, он, оказывается, ты меня побьешь, ты меня... Он меня спрашивает. Не, он говорит, ты сможешь? Не, он говорит, ты меня побьешь, beat you, ты меня побьешь. Он шел лифт, еще что-то говорил. Я просто боюсь, что я Джефф Нила чуть зарядил, и же в этом... По отношению к Шавхату. Он дрался с Шавкатом, но видел тебя. Да. Задор такой у него, да, появился. А знаешь, это вот прям нечаянно так получилось. Стоим, и там, знаешь, как такие все до UFC приехали, завтра поединок, все такие заряженные, такие стоим, и соперник Шавхата идет, да, такой. Еще такой вальяжный, спокойный, там у него там 5 камер сопровождают. Я такой стою, и хочется что-то сказать, да, хотелось еще сфоткаться, так, да, а с другой стороны соперник, да, завтра с ним драться, да, там, и такой, и
и какое-то определенное уважение и удивление, но еще и одновременно вот это, ну, типа, соперничество, да, чувство, злость такое. И Давлет такой, как сказать? Ну что, Давлет тебе нормально сказал. Прикинь, прикололся бы над тобой что-нибудь. Сказал бы что-нибудь другое. Ну, наверное, так бы не позволил, это только ты себе позволяешь прикалываться. Это же у нас прикольчик. Я бы тебе другое сказал. На португальском, да, что? Тебе можно, брат, ты же старше. Какой второй был? На целых 20 лет. Веном Пейдж против Мачадо Гэри. Ян Мачадо Гэри. Хороший бой. Ну, тут вообще у Гэри не вижу шансов никаких. В плане... Кто такой Гэри? Мачадо Гэри, это вот А, Тоже, Мачадо который Гэри. из зала Конора. с Шавкатом. Он вместе тренировался сейчас, да. Он пришел в Ирландию, в SBG. Он такой жалкая пародия Конора Макгрегора, Я понял. который пытается что-то делать, но все нелепо, все как-то, не знаю. Он самый главный. Харизмы нет у него. Не, в главном бою стоит. Вот он с Веном как раз дерется. Знаешь, вот, Не, в главном бою как раз там будет Конор против Чендлера. ну, соглавным стоит. 33, по-моему. Я не помню, кстати, какой он по значимости. Скорее всего, да, соглавный. Ну, в главном карде стоит хотя бы. В главном В мейн-карде, да. Ну, Ну, что-то он точно. до этого несколько Что тут говорить? пацанов серьезных вынес, что говорить. Асушка про у Гэри нас, говорим? Асушка у нас в главном карде, да, попал, да? Да. Да, тоже в третий. мейн-карде. Он- By the way. О, круто. Но это, я просто думал, что сумму можем на следующей неделе пообсуждать. У нас ну- на канале будет прямая трансляция. Да, вот это, кстати, не пропустите. Я достар Асудың тублесетін күні 13 да? 15 15 маусым күні біздер осы өзіміздің ғимаратымызда сол бауырымыздың, жерлесіміздің, қазақтың батырының жаңағы жекпе-жегін енді әрине тікелей көрсете алмаймыз, бірақ соны қарап отқан балдарды және де сол жерде жаңа комментаторлар болады, анда-санда жекпе-жегін көрсетеміз, сондай бір тікелей эфиріміз болады. Сондықтан егер көргілеріңіз келсе Найза ТВ сайтында және де Найза ТВ YouTube парақшасында көре аласыңдар. И ол тек қана біздер шештік қой, біз тек қана Асу мен Шавқат емес, тағы да өзіміздің қазақстандық жауынгерлердің бәріне көрсетеміз, ол дұрыс па? Азат бар да, Бекзат бар, тағы да басқа жауынгерлерді көрсетуге тырысып көреміз. Да? Я. Иә. Дәл солай скажи. Вроде ты туда говорил. Дәл солай. Дәл солай. Дәл солай. Не, громче, ты что? Уверен. Дәл солай. А я не знаю, просто что это значит. Дәл солай. Так Так и есть. точно. Дәл солай. Следующая тема. Мы Асу пообсуждаем попозже. Плюс перевожу, что сказал Нурбек. У нас будет на YouTube-канале Найза ТВ трансляция с просмотром его боя. Так что вы тоже все подключайтесь в прямом эфире. Хотелось поговорить про бой, который будет уже на этой неделе. Это бой Ислама Махачева против Дастина Порье. Я могу, да, тоже сказать, где... Конечно, ты не могут можешь, тебе люди надо говорить. посмотрят этот... Пиратскую? Да. Не, Осуждаем. Пиратскую осуждаем. Я вот вчера как раз фильм про пиратов смотрел. Очень плохие люди. Карибского моря? Или? Нет, такой какой-то, это, знаешь, типа реально сомалийские пираты. Они вообще же отбитые. Очень, очень плохие. В них, говорят, деревни инвестируют в пиратов. Да? Слышали такое? Что все скидываются, короче, деревни на пиратам. Пираты потом то, что отвоевывают, Ему потом делят. Там в фильме такой эпизод, он ему 30-ку дает зелени и говорит, Нет. давай, типа, вот и расход. Он говорит, ты что думаешь? И такой стоит, вот такой, бедолага, знаешь, как в одной таком материале. Говорит, Высока ты что, 47. говорит, меня, говорит, этот попрошайка перепутал, говорит. Не, Что такое на ломаном Вы английском. же понимаете, что про то пиратство, которое я говорю, это не такое. Ну, Это знаешь, немного другая тема. она прям называется так же. Нет, просто... ну, Ладно, зачем мы это будем вообще говорить? Что ты хотел про бой сказать? И все, расскажи. Про что? Про Про Порей? бой? Да, Махачева. Я да? хотел сказать, где могут посмотреть на халяву. Зачем это надо? Да? Зачем, да? Ну, ко мне в инсту двигайте, и там поймете, я все рассказываю. Если я давно в этом был бы, я бы тебе прям, знаешь, как бы... Давно постарше же тебя уже, давно. Я при Дане Вай так не говорил. Ойын ғой, қалжың ағам ғой. Сула, что думаешь по поводу боя Порье и Махачева? Порье выиграет. Ты прям пипец откуда упал, как будто. Специально ты Ты говоришь? знаешь, какой кэф? На него кэф больше, чем на Фаниле. 6. Я думал, Порье выиграет. Кстати, на фаниле кто-то ставил? Ты ставил? Не, я не стал ставить. Эх, Ну, я знаю, кто ставил. А Не, кто ставил? я все рекомендовал же людям. Из нашего коллектива Да. Волжик. Поставил? Сколько поднял? Да. Ну, там КФ был 4. Сколько поднял денег? Пятера уже было на комиссии. На Нет, фаниле. там 4... Под конец, да? За 4,2, по-моему, добрал. А. Что такое. Ну, я рекомендовал людям. Я миллион поднял. Серьезно?
Ну, Так это Спорить с Камилем. А 10% где? С Камиль, ну и мы эти 10 миллион туда же отдаем. У пацана, у тогда пацана. Пацану отдаем, Тогда- который при пожаре людей спас. Я же забыл, что я даже тебе помог себе там- заработать. Себе Ты даже 10% не закинул туда, имею в виду. ты должен туда закинуть. Да. Я туда? Да. Ну, конечно. а Мне ты же, как? наоборот, должны быть. Не, ну там же... Я с видишь, пацаном сегодня. На самом деле хорошая история, да, что пошло на него. Так все-таки почему? А вообще, вот почему-то меня никто не спрашивает, почему я поставил на Фаниле. Почему ты Мне поставил? интересно? Потому Ну, что вообще Сулу интерес- поставил на Нет, Наримана. вообще интересно? Я не ставил, я ставки не делаю, братан, вообще. Нет, поставил, в смысле, на словах. Я был уверен, что Нариман выиграет. Уверен, 100% был уверен. Однозначно. Я вот поражаюсь, знаешь, как бы меня поражает то, что люди, большинство из них, они думали, что Фаниль выиграет, но за счет чего, я так и не понял. Наоборот, Нариман выиграл. Нариман выиграет, я не понимал, за счет чего они думают, что он выиграет, и вот это не мог понимать. Не, я это прям понимаю отчетливо, почему так думали. Вот, потому что действительно у Фаниля уровень оппозиции в карьере был намного ниже. Плюс... Знаешь, вот эта оппозиция в прошлом, надо же сегодняшнее состояние рассматривать. Так мы У не Фаниля- знали, какое состояние у Фаниля Нет, до почему? этого. Мы Мы его же- посмотрели, его конченый бой с Линдбергом. Какой Не впечатлил. конченый? Ты чё? Не впечатлил. Я говорю, как Это есть. шикарнейший поединок Я говорю, был. как есть. Я говорю, как Он есть. может зайдет в золотую коллекцию Найзы. Ты что, это крутой бой. Я ему не считаю крутым боем. Я всегда говорил, что я не считаю его крутым Крепкий боем. бразилец, он с ним Ну, на расслабоне вообще. Смотри, я вообще. тоже понимаю, о чем говорит Сула, просто я-то как бы тоже на Фаниле же, да, ставил, говорил, что стоит, да, особенно за такой коэффициент его брать. Просто, действительно, там мы посмотрели Фаниля с Лимбергером, он с ним там 3 раунда подался, то есть был равный бой. Следующий бой Лимбергера, его за 20 секунд вырубили в России. Козлов. Вот, там, смотрим на нашем деле, у Фаниля действительно там проблемы были. Он и по боксу проиграл Перматову, и... В первом же раунде, по-моему, да, там, в Садыков- первые же 10-15 секунд. То есть, Я это говорю, да, вот логичное было, брат, да. Просто, мне Это кажется, вопрос должен был, извините, Михаил, вопрос должен был быть стоять в другом. Вот как я говорил в первой его присуге, когда же говорил, там, Фаниль говорил, я собираюсь весь чем ты его собираешься? Вот это было логично. Вот смотри, если технически подходить к этому поединку, Нариман... Как так мы опять перешли на Фаниля Равика? Да, это Говорили само- про парье. Брат, это вот до конца лета, и, может быть, даже до конца года эта тема будет обсуждаемая. То есть постоянно. И сейчас она номер один, надо с этим согласиться. И мне по кайфу ее обсуждать. Почему? Потому что мы этот поединок год раскачивали, год и 2 месяца. И сердце, может, у меня болит. Он прошел. Ну, если ты бабками не потерял, Я Фаниля вообще- ты любишь. Мой лучший друг. Да, лучший твой друг. еще и тебе билет купил. Да, тебе билет купил. При этом, что-то у вас там не получилось с билетами, я слышал, да? Не, все потом в порядке. Но не получилось в том-то и дело. Я просто в прошлый раз не хотел говорить, на самом деле. Ладно, давай вернемся. Шучу. Ладно, Все давай получилось. вернемся к Махачеву и Паре. Не, брат, расскажи ты свое. Я потому что говорю, вот после этой схватки мы в прошлый раз, когда сидели, я, во-первых, да, вот по этой Найзе, если говорить, я видел Найзу 2 раза, вы совместный турнир делали до этого, и в первый раз вы сделали с Fight Nights, я говорил. Я видел, как Fight Nights сделал здесь совместные турниры. Ну, ты сказал, зачем вам это надо, это ничего Я не всегда так говорил. В этот раз это был совершенно другой турнир. Я не видел, что, да, это был где-то Fight Nights, но это была прям Найза. Не, Я ну, вот в этот раз офигенно кайфанул. знаешь, Суперский был. Знаешь, вот у Камиля есть такая черта хорошая. Он отдает дань должное, да, вот, допустим, стране. Он говорит, Нурбек, все нужно делать в национальном колорите. Нет, ты не это понял, что я имею в виду, брат. Я тебе скажу, элементов не то чтобы найзы, а элементов нашей тематики, именно казахстанской, очень много было в этом. Я видел Fight Nights здесь, в Казахстане, несколько раз, брат. Я помню, да, Алаш Они Прайд, делали совместно. Побед, совместно. И это всегда был Fight Night. Fight Nights, несмотря с кем бы они ни делали. В этот раз я был очень удивлен, что это был не Fight Nights, это было именно Найза. Ну, вместе с Fight Nights, понимаешь? Вот это вот прям чувствовалось, я про это тебе говорю. И поединок моего лучшего друга, Фаниль Рафиков, самый бешеный ногай на свете, это было очень круто. Близкий друг, да? Он мой самый-самый... Я вот скажу, почему я говорю, почему меня удивляло, когда говорили, что типа Нариман пройдет Фаниле. Ну, и в легкую, да, там. Если антропометрически смотреть, Фаниль
длиннее, ну, выше, да, и в руках, и в ногах, и вообще в целом в росте и крупнее. Если в технически смотреть, у Фаниля бокс, ну, вчера видели, да, какой бокс, да, классный. Отличный. Видели этот апперкот, который 3 раза так залетел, одно и то же? Как бы, ну, вообще вот этот шаг Раньше назад, он так не оттяжка, делал бах-бах. никогда. Не, он боксировал. До Дартима он так делал. Боксировал он С Дартима он там перестал так боксировать. Борьба, удержать Фаниля в партере, ну, сложно. Я с ним спарринговался, я как бы работал даже у стенки с ним, и как бы так, и со стороны видел. Его редко кто вообще может удержать под собой. Он встает. Вот как раз-таки Эдуард вот там конкретно прям хорошо постарался. У Эдуарда прям очень хорошая подготовка, даже невзирая на то, что он там типа просто вольник изначально, он у клетки хорошо прям показывает, да, как вставать, как головой работать. И это ярко выражено у Фаниля идет. Ну, Шавхат, там, Асу, понятно, да, там. Ну, и вот, ну, чтобы прям в глаза бросалось, это в бою с этим было. Пума в Актау, когда дрался, помните? С чеченцем, Хаджи Муратом, да? Пума Да. с этим... С молодым. Не, молодой это здесь был. А чеченцем он дрался в Актау, когда я его там без документов на машине повез. Но он тоже какой-то там дебютант же был. Или один, Кто, или два боя было у него. Да. Нет, у них примерно рекорд одинаковый был. Я просто к чему говорю, вот эта именно борцовская подготовка со стороны Эдика, она очень хорошо дает именно в плане в клинче. Ну, там есть, конечно, моменты, которые надо еще там отшлифовать, но это уже на них самих. А в целом, я так смотрю, вот это меняет прям ход прям боя. Даже человек тот, который там повольный прям никогда не боролся, он именно в клинче может вот эти штуки применять. И это прям по кайфу даже тот элемент, да, там с захватом ног, как куда корпус перенести, куда центр тяжести перенести, чтобы не вот так ложить, да, типа поднять, как этот, иногда бывает на схватках, положи, поднимает, и не может бросить. И все силы оставил, и вроде бы красиво поднял, но не бросил. Или наоборот, там, да, в клинче замахнулся и не уронил, но при этом все силы потерял. А там он именно вот за счет таза работает красиво. И в этом плане Фаниль с Нариманом, если сравнивать, вот так поставить шкалу, да, Фаниль, Нариман, и вот руки на стороне Фаниля, борьба на стороне Фаниля, ну, может быть, обоюдная, ударка на стороне Фаниля, вот тайминг. Фаниль здесь переборчил, конечно, за двоих поработал в челноке. Как раз с Айбекхаем сидели. Реально, там, наверное, больше подвигался в 3-4 раза больше. Что-то я много, давай, Сула. Да что, опять про Фаниля будем говорить? Немного ли времени мы выделили моему лучшему другу? Я тебе сказал, давай начнем про этого Сколько можно уже? Выиграл, ладно, все уже. Сул, почему ты думаешь, что Порье выиграет? Порье? Почему выиграет Порье? Ну, потому что, мне кажется, Хабиб такой один. А Ислам не Хабиб. Серьезно? Ну, Порье-то проигрывал не только Хабибу. Порье проигрывал не только Хабибу, а Ислам Махачев. Ну, опять же, моя субъективная точка зрения. Ребята, вы в курсе, когда я говорю, кто-то выигрывает, это надо что делать? 100% наоборот. В обратку. Ислам Махачев и кого он из таких серьезных пацанов побеждал? Кроме Оливейры. Алекс Волконовский. Но это 66. Конор Макгрегор. 66. Нет, Конор Ислам не побеждал. Никогда он не драл. Ислама, да. Порье. Волконовский 66. Я имею в виду 70. То есть у них примерно, я считаю, они... Роман Цуркян побеждал. В принципе, смотри, Сул, тут же вопрос в том, что ему кого давали, условно, того он и побеждал. Не то чтобы в легком весе сейчас... Поэтому есть вероятность того, что я бы не сказал, вот вы скажете, 5, да? 6. 6? 6 КФ, да. Я не понимаю, Я откуда примерно он вижу, взялся. Примерно вижу, за счет чего. Я вообще не понимаю. Потому что Говори, гильотина. я думаю, что выиграет Фаниль Рафиков. Да? А как? Ну, если выиграет Порье. Нокаут. Что ты хотел сказать, Дар? Ну вот, я говорю, я примерно понимаю, за счет чего Дастин Порье может выиграть. Это вот, например, бокс, да? За счет своих ударов сильных, точных, да? Потому что Ислам, он, в отличие от Хабиба, он в стойке больше времени не проводит, и он как бы верит в свою ударку.
потом проходы, да, он постоянно проходит. И вот ты правильно заметил, гильотина, да, она у него не рабочая, но она постоянно дискомфорт создает. И тот же Сен-Дени, он постоянно проходил в эту гильотину, он в какой-то момент устал, его потом вырубили. Ну и плюс Порье, он более мотивирован, это его второй забег. Он должен поставить точку, типа сейчас. Он должен выиграть титул и красиво уйти там со сцены, да. Он был временным чемпионом, он был претендентом на BMF, и типа у него какой-то определенный гештальт, который он еще не закрыл, стать неоспоримым чемпионом, еще и выиграть Ислама Махачева, да, протеже Хабиба. То есть у него есть бой с Хабибом, где он допускал ошибки. Он сейчас должен над этими ошибками поработать, выйти против Ислама и показать, как он сделал домашнюю работу и, грубо говоря, выиграть. То есть за счет этого я вижу бокс, гильотина, мотивация. Но ты не считаешь, что он победит? Ну, шансов мало, конечно. Ну, сколько? Давай. Ну, не 6, конечно. 6 это, конечно, очень много, но я думаю, шансов может там... Порье победит... Ислама Махачева. Где-то процентов в 70 не в его пользу. Ну, это прям конкретно дофига. Не, почему? 70 на 30 это не одна треть, как это? 2,5. 60 на 40 будет справедливо в сторону Махачева. Вот здесь 1,5 уже, да? А я дам 1 к 10, вот так вот. Не знаю, 10% максимум. Настолько да, не веришь? Да, конечно, но Ислам лучше, на самом деле, и в стойке, Ислам лучше в борьбе. Да, Ислам физически намного крупнее и сильнее просто. В стойке лучше, чем Порье? Да. Не, просто Я не думаю. Порье реально опасный. Реально опасный. И у него, ну, за плечами очень большой такой опыт. Ну, просто у Ислама, на самом деле, тоже уже не молодой боец, так-то тоже прошел кучу боев уже, таких серьезных. И в принципе, не знаю, мне кажется, что Махачев прям во всем лучше. Я вот поражаюсь, когда вы, вот, знаешь, как бы вот так, вот такое мнение говорите, типа, вот, ну, типа, получается, у тебя, типа, 90 к 10, да? Мгм. А я Это 100% UFC, говорю, брат. выиграет. Не, просто я не 100%. согласен с тобой, то, что у Порье хуже Тогда ударка, смысл чем у в этом Махачева. бою? Я тоже не знаю смысла в этом бою, потому что, в принципе, надо было делать с Арманом Цуркяном сейчас ему бой. И просто Арман не хочет на коротком уведомлении, это нормально выходить. Я вижу смысл с Арманом Цуркяном, либо смысл вижу в переходе в 77. Просто Ислам огромный, а Порье, наоборот, перешел из 66 в легкий. Там как бы с габариты прям будут очень сильно. Очевидно, в бою будет видно. Не знаю, я, короче, вот у Порье шансов прям совсем мало вижу. Понятное дело, что у него действительно там есть удар, но Ислам в этом плане лучше. Не знаю, какой-то лаки-панч возможен, но именно в плане, чтобы там, типа, он его переиграл, переработал, такого точно. Ну, блин, просто Ислам Махачев пропускал удары с Алексом Волконовским. Ну, он, будем тоже честными, он там не восстановился нормально, он приехал, Не, ну, там 12 факт часов было. остается ж фактом. А сейчас будет на его, типа, условно, территории, ему будет комфортно, он уже давно в США. Нет, я согласен. Но факт остается фактом. Он пропускал удары от Волконовски, да? У Волконовски антропометрия намного хуже, чем у Порье. Удар намного слабее, чем у Порье. Ну, я То бы есть не если- сказал, что удар слабее, чем у Порье, у Волконовски. Ну, окей. Тем не менее, если Порье донесет пару своих таких ударов, мы знаем, что у Ислама не сказать, что прям хрустальная челюсть, да, но хуже, чем у Хабиба. Хабиб от того же Порье он тоже в бою пропускал. Причем, ну так, немало, да, так скажем, в бою с Порье. Я не знаю, почему у Ислама хрустальная челюсть, то, что он один раз пропустил. Нет, я же говорю, не хрустально, но хуже, чем у Хабиба. Я бы не сказал, что хуже. Ну, там был просто удар, который он тогда проиграл. Ну, увидел, да. Он вперед пошел, да, и типа и как раз любой бы упал бы, наверное, бы. Я не знаю, кто бы не упал бы от такого удара. Просто я не знаю, говорю, вот как-то... И плюс еще Порье уже не молодой. Ну, мы только делимся мнениями, журналистами. Да, я Давайте. тоже, это субъективное мое мнение, просто я, в принципе, Кабальерос. не вижу смысла вообще в этом бою. Вот, но может ли выиграть Порье? Наверное, может, но... Офигенный бой будет однозначно. Ну, кстати, Порье еще пропустил удар от Гейджа, да, он потом после дрался с Сен-Дени, но, тем не менее, какой-то эффект остается. Кстати, Возможно... Да и Сен-Дени тяжелый был бой, на самом деле, для Дастина. Это был непростой бой, то есть он не просто там прошел Сен-Дени. Не, понятно, но там Сен-Дени больше боролся, чем бил, Да, правильно вот как же? бы я просто про то говорю, что не знаю. Мне кажется, просто Ислам типа и так выше. ты будешь делать ставку на этот поединок? А смысла нету. Там на Ислам 1.11 типа КФ. Это надо миллион ставить или сколько, я не знаю. Да, там, короче, столько денег смысла нету нет. даже. Там только Дрейк может поставить. Ну, Не, да. но можно же поставить Хату. на Порье. Не, я не буду на паре. Это смысл, он проиграет. Ну вот, А если если будет? так посудить, если не Порье, то там, грубо говоря, больше некому драться. Ну, Вообще, там 40. первое Нет, правило- имеется в виду, если мы говорим вот это короткое уведомление, которое априори Арман Цуркян не принял, больше и некому драться за титул, по сути. Да, я не спорю с этим. Есть же такая тема, хочешь выиграть у букмекера, ставь на андердога.
Я про это никогда Ни разу не слышал? Наоборот. Хочешь выиграть у букмекера, ставь на андердогов. Ой, Сула, не знаю, мне кажется, ты... Это не совет, я надеюсь? Ну, Это не совет, я просто слышал, и это не факт, что это правильно. То есть я сам этого не делаю, я не совсем понимаю. и если честно сказать про мои какие-то стратегии в этом, то я... Есть стратегии? Да, у меня есть какие-то стратегии, и, в принципе, ну, я ставлю на что-то. У меня как бы есть, конечно, действительно какие-то андердоги, которые привлекательные, но, в принципе, лучше верняки какие-то брать хорошие. Верняки, это, наверное, потом я спрошу тебя. Ну, не знаю даже. Мне А ты кажется, в делаешь ММА... ставки? Нет, я вообще не ставлю. Красавчик. Просто в ты? ММА ставки ставить, мне Ты кажется, делаешь, да? супер, так скажем... Ставки делаешь ты? Не... Миллион с Камилом поставили. Ну, вот ставка же это. Это брат. пари. Ну, так, да. Нет, это было пари, которую подогрел Миша здесь вот прям на подкасте. И там отказываться... Ну, не то, чтобы не было вариантов. Ну, я думаю, для... Слушай, на благие цели пошел. Для каких-то... Изначально вообще оговорилось так, эти деньги, если даже Камиль выигрывает, они остаются здесь, в Казахстане, никуда не уезжают. Какую-то благотворительность тратим. Ну, тут, если я выиграю, то же самое, они там на благие дела пойдут. И мы так поспорили на 1 миллион тенге, кто выиграет Фаниль или Нариман. Я выиграл и отдал этому, как его, с Камилем договорились, отдали вот этому пацану. Ну, еще не отдали, сейчас они физически прилетят, и мы их отправим. Да, Михаил. Помогаю экономике Казахстана. Спасибо, спасибо. Ладно, мне кажется, мы все обсудили, да? Или у кого-то еще есть что-то сказать, потому что... Что, про Фаниль чуть поговорим еще? По-моему, мало мы Мне кажется, говорили. надо отдельный про... подкаст какой-то сделать. Про Фаниль так и назвать, да? Про Фаниль. И знаешь, как назвать его? Сула в соло. Типа. Не, я предлагаю тебе вообще канал открыть, Фаниль. Фаниль. Привет, Фаниль. Потом вырежете вот это видео. Это привет, Андрей, да? Привет, Фаниль. Привет, Фаниль. Музыка так начинается. Аллегрова, да? Сразу у опять... нас- Сула Зачем? опять проверку на возраст не прошел. Аллегрова вспомнил. Это же ее песня. Я знаю, но просто ты единственный, кто вспомнил. Никто бы не вспомнил. Получается, Фаниль ваш краш. Сула еще не знает, что это. Я не знаю, да? как-то звучит это все. Ну, получается. Хотя, Сула, ты же нас этим кринжовым словам учил раньше. Кринжовым. Да ты знаешь, братан, тут это еще помоложе. меняется вообще с каждым годом, понимаешь? Тебе со мной тяжело было, я тебя на 15 лет младше, а тут вообще 25 лет младше, братан. Кстати, шутки шутками, но вот с Сулой согласен в этом плане. Недавно смотрел подборку... Не на 15, извини, не на 15 лет. Как не на 15? Ну, на 14, ладно. Подборку новых слов смотрел молодежных. И я вот считал себя молодежным. А еще посмотрел, я еще не знаю тоже никаких. Я вам больше скажу, я смотрел это... Сколько лет? 30. А тебе сколько лет? 33. Вы тоже, оказывается, недалеко ушли. Где тут помоложе, пацаны? Нет, в любом случае, я вообще не знаю новых уже молодежных. Ну да, ну ладно, между мной и им 10 лет. С тобой 7 Какой лет. 10 лет? Ты про что говоришь? А между тобой, да, 15, Хватит, какой 14 10 лет, 14 господи. Если бы вы знали, сколько ему лет, Ладно, главное психологический возраст. и он тоже. Не, фитнес И тот и психологический, и биологический. Давай дальше. Все, учим слова. Да, учим молодежь сленг, и я теперь себя называю Ант. Сейчас вот... Не скуф? Нет, я не скуф, я Ант. Вы не ощутили, что в России, да, или, не знаю, может быть, даже в такое, Дагестане, короче? в целом в Казахстане, после интервью с Абуровым Хабибом, где Хабиб рассказывает про словарь Ожегова, да? Ожегова? Я честно не смотрел. Я видел это у Стины Канделаки. Когда он переписывал словарь Ожегова и пересказывал Да, книги ну про... еще у Сабурова он про это рассказал. Мне кажется, сейчас молодежь прям за этот словарь села и переписывает, наверное. Что-то мало верится. Согласен вообще. Почему? Вообще тьмущий этот Много- словарь много- Мне Ожегова. кажется, там в первую очередь была дисциплина. То есть отец Нет. требовал. Ну, вот представь, сколько детей там следует за Хабибом. Вот тут реально их немало, брат. Ну, просто я думаю, что это эффект мотивации. Он говорит, все такие, пошли, один день сделали, потом такие, блин. ну, Он замотивировал читать словарь Ожегова? не, Может ну, быть. как бы своими рассказами, что ли? Я тебе считаю, я тебе скажу так, этот эффект работает. Я тебе скажу, вот, знаешь, вот наше в свое время там, да, все-таки контента меньше же было намного. И вообще в целом там, да, вот мы на кого смотрели там, ну, исходя из вида спорта. Когда мы находились в вольной борьбе, мы на братьев Белоглазовых, ну, на советских борцов, на казахстанских там чуть-чуть
чуть-чуть уже, когда мы уже начали бороться, там были уже такие примеры, да, там, ну, Ислам Байрамуков, Магомед Круглиев, но они уже как бы типа, как сказать, мы их уже видели на улице, да, грубо говоря. А те прям были для нас гиганты, которых мы там сомневались, что когда-то увидим. В греко-римской борьбе это Даулет Турлуханов, Жаслык Шкемпиров, Иман Долсон. Карелин. Вот Карелин это прям был такой, знаешь, как эталон, да, в то время еще он же вот он сколько бы ни говорил, да, там про ММА, но он же где-то соприкасался с ММА. Да, Знаешь, да, у него один бой есть. Ну, бой был. Ну, там, правда, был не ММА, а типа Бушидо, это рестлинг был. Ну, типа как будто ММА. пинали, били там, Нет, да. там не настоящий же бой. Пинали его, ты что? Нет, там не настоящий бой. Посмотри. Вот Миша, сейчас. я знаю, у него нога полусиняя вышла после этого. Возможно, тебе показалось, говорю, время там- много Но прошло. вообще он рассказывал, Когда это что было? его сильно били по ноге, он такой, блин, а я удары вообще не учил, я его схватил, типа... и Я там тебе, видно, я что тебе скажу, у него на ноге синяк был. Не, может быть, у него и был... Вполне вероятно. Это очень давно было. Лау был настоящий, я честно скажу. Лау был Может, они вот настоящий. это говорили, что бей в настоящий лаву, там прям видно, что это постановочный бой. И... Потому что даже когда в конце интервью не давал, Сан Саныч, он как бы, ну, типа, не хотел, да, и как бы хромая уходил быстро. Хочу никого расстраивать, но пересмотрите этот бой, я не знаю, даже не могу. Не, ну Лау настоящий был, я тебе честно скажу. Напишите. Да, Теперь вы кстати, знаете, свое кто мнение здесь реально по поводу древний. этого поединка напишите, пожалуйста. Я просто, кстати, довольно недавно смотрел его. Интересно было. А Нурбек, он вживую смотрел его, присутствовал. Да, с каких годов? А Сула был в углу Карелина вообще. Он готовил. Готовил, да. Он говорит, будут бить Лоу, сейчас я тебя ударю пару раз. 50% мои. Кстати, про Карелина вы знаете, да, что он 18 лет, да, кажется, в борьбу пришел, да? По-моему, он поздно, да, пришел. Да, очень поздно. Не знаю. Но он сам по себе, вот, на не самом могу деле... вспомнить про него эта история, когда его нашли вообще в целом. То есть проходили по улице, и парень один поднимал эти бордюры. Вот эти гранитные бордюры. Один там 80 или 90. В Алмате было, у нас, наверное. У Нет, нас тут в России. такое. И он, говорит, Бордюры её там поднимают. спокойно подымал, говорит, переставлял. Вот эта история. Ему вот, прикинь, в детстве вот эти истории прям пипец. Про Белоглазовых, про Карелина, про Даулет Турлухана, про Раслета Шкипера. Читали прям, я же читали. И вот для нас это были... Это я к чему возвращаюсь? Сожикова. Если в то время Жақсылық Шкемпиров или Карелин непосредственно там, направляя свою там речь к молодежи, он сказал бы, что вот это мне помогло достичь результата. Мы же даже помните этот фильм про Хаджи Мукана, не помните? Где Кощей с этим... Значит, в чем сила, типа, да, там, когда маслом смазывал. Про масло говорил же. Он говорит, значит, в масле, типа, ну, все дело в масле, да, типа. И если бы нам в то время сказали, там, типа, ну, учите Ожегова или там читайте, и тогда будет результат, мы бы все, как бы, стремительно это все делали бы. Время другое, Нурбек. Все в ТикТоке сидят. Я согласен, да, что сейчас это больше как такое. Тебя зажгло, ты, может, один раз сделал, потом это оставил. Вы просто включенных спортсменов не знаете. Ну, возможно. Когда ты в спорте, там, допустим, ориентирован, знаешь, как бы весь твой день это тренировочный процесс, и именно в этом направлении ты начинаешь прям детально, как бы, ну, конечно, сейчас там какое-то просвещение пошло в плане там настроя, там, ну, больше информации. Но в то время вот реально ты сидишь, и у тебя вот кумир, он что-то говорит, ты на него так в рот смотришь, заглядываешь, ну, реально так, да. И это, мне кажется, это хорошо же, это круто, когда есть такое. Если кумир, получается, брат, действительно порекомендует какую-нибудь интересную книгу, возможно, есть большой риск, что спортсмен просто бросит спорт и начнет читать книги. Ну, вот. Вполне вероятно. И Ожегова, да, тут вообще читаешь, и ты спорт никогда не бросишь. А если что-нибудь поинтересней, то большая есть вероятность бросить спорт. Да, ну это так, мое мнение. Свои мнения, свои комментарии пишите обязательно по этому поводу. Вообще, как на вас влияет, если здесь молодежь есть, какие-то Словарь Ожегова. Да, спортсмены, словарь Ожегова и словарь Сулы. Насколько на вас влияет? Да, друзья, также в комментариях пишите о том, кого нам пригласить на следующие подкасты, как вам этот подкаст, ждете ли вы Все одни и те же лица, кого приглашать? Вдруг кого-то пригласят? Кого-то, ну, ладно. Интересно. А я знаю, в комментах постоянно пишут. Кого хотят? Петра Воликова. Кстати, да. Кто Петю такой хотят. Петр? Спорт Шрёдингера. Давайте позовите. Да, позовем Петю. А он что-то нам на турнир не пришел, да? Или приглашали вообще? А вообще приглашаем? А что ты не приходишь, Петя? Непорядок. Петя вообще первый чувак, которого я вот в этой тусовке, кого я знаю. Петя самый первый, кого я узнал. У него же канал был «Наш футбол». Я «Наш боец» сделал, потому что был наш... Это какой год?
73-й. 14-й. Он какого года вообще? Мне кажется, он помоложе, чем ты. Он думал, наша... Нет, он помоложе меня. Нет, Сула был с его отцом знаком. Он лукавит. Он знаешь, с кем, по идее? первый? Лукавит, вау. Смотри, уже говоришь, знаете? Знаешь, с кем он впервые познакомился? Наверное, больше территория ММА, помнишь? С Андрюхой? Да. Ну, с Андрюхой я первым... Не, я вместе с ними... Они раньше делали этот Вот проект. Я, знаешь, честно, Его сложно вообще поймать. я был уверен, что ты сейчас скажешь, там, например, не знаю, с Познером. Типа, знаешь, что настолько давно уже, что он там еще с Познером. Тогда Влада Андрей, этот Влада молодой Листьева человек. можно было вспомнить. Андрею лет 40, по-моему. Да, друзья, еще раз напомню, что... Хотя Познер тоже с Сережкой, да? Да? Кажется, да? Или нет? Мне кажется, нет. Не знаю. А помнишь, был такой канал «Удар» или «Боец»? И там такой ведущий был, он тоже лысый такой, но Ты знаешь, Сережка про был. кого? Как Я его? знаю, кто это. И он такой популярный был одновременно. Нет, который кричал Да-да, каратист. «Ай-яй-яй, Федор Красава». Да-да, каратист. С карате они все. Сейчас я скажу. Мы на Б. всемирных играх, а? На Б фамилия. Ай-яй-яй, Федор Бочкарев? Красава. Его потом отовсюду, убрали. Почему? Это было карате-до. Блин, представляешь, что это все шло к Вот ровесник этого Да. Сулы. Примерно. Всю жизнь я 70, помнил и 60 забыл, лет. кого зовут. Ай-яй-яй, Федор Красава. Извините, я Ну посмотрю. ладно, не надо. Я хочу посмотреть. Я уже тут... Не, а к чему ты это вообще Да вспомнил? я просто на шару. Эфир забиваем. Нечего сказать. Извините, что... Неподготовленные пришли. Бывает такое, что ты забудешь. За всех. Просто устал. нету здесь этой вот... За всех устал. Доски нету. За доску кто отвечает вообще? Виктория? Виктория А где она? Короче, я смотрел Собственно, «Боец» сегодня. в детстве, По Византиям и вот там двигается. постоянно было два ведущих, и оба кёкушиновские, и они такие прям супер колоритные, в татухах. Не могу вспомнить. Я хочу первый. Ну ладно, раз мы уже болтаем, у нас есть время, надеюсь. Да, есть время у нас, да? Мы уже закончили распределенку. Чуть-чуть можем. Ну, историю расскажу. Сула приезжает к нам на турнир, в то время еще нету трансляции. Ну, это же история, она интересна, надеюсь. Давай сначала ты мне расскажешь, что там за история. Лично для меня, да. И Сула приезжает там туда-сюда, как правило, и знаешь, как бы такое. И у Сулы первое интервью такое, типа, ну вот, говорит, типа, ребята, я там готов приехать, но я не хочу, чтобы мне дорогу оплачивали, я сам буду приезжать, чтобы не зависеть, короче, от человека, чтобы я потом мог... Помнишь вот эти разговоры, ты говорил? И Сула приезжает, короче, сам там, типа, снимает. У него телефон, единственный крутой телефон среди нас всех. Ну, у меня на тот время iPhone, а у него Samsung, я помню, прям активно Samsung пользовался. И Samsung картинку хорошо снимал. А наши турниры нигде не транслируются, кроме как у Сулы в телефоне. Потом он их приезжает домой, и я ему каждый день звоню, когда ты выложишь? Он говорит, да сейчас. А в то время, ну, это сейчас же ему 55, и он как бы, ну, за дисциплину взялся, да? А в то время же, ну, помоложе был, и как бы, знаешь, типа там, как бы мог нарушить, да где-то там, ну, и вообще в целом. Нарушить. Да, но имеется в виду, допустим, свои планы там какие-то определенные. И 4-5 дней не выдавал видео. И мы каждый день Суле звонили. Сула, ты где? Сула, ты где? Давай видео. Он говорит, да, вот сейчас делаю, там туда-сюда. И когда, помню, он впервые вот над клеткой стоял, такой сидел, снимал и говорит, так, знаешь, прям смачно в микрофон телефона. Как криканет, я говорю, Сула, тебя слышно? Я говорю, прям ухо разрываешь. Комментатор. Такие моменты. Там офигенные бои были. Этого, Я говорю, и там... я помню его любимчиком, Ералы Абдыров такой был, гангстер, я же Узенский. Да, и там такие, я говорю же, это... Вообще ноль ударной техники. Ностальгия вообще нереальная. Он вот так мог в длину упасть, так в длину. Турниры там, братан, Уснуть на секунду, проходили. проснуться и дальше бой продолжить. Спортивный комплекс, И как это выигрывают. назывался? Спорткомплекс? Батыр. Батыр? Это Там вот- с одной стороны какие-то старые, короче, трибуны, вообще просто все. Лавочки. Да, и здесь, короче, это прям какой старый совковая трибун? тема. Какой Совковая совковый? тема. Ты что, Вася? Братан, ассаламу алейкум. Вот, Это- смотри, от это- меня до Это новый зал 2014 Ну, года. это новый, не новый, там они за 2-3 года вы его сделали не новым уже точно. И там джигитеры, там никто... Там вы деньги брали за вход? По-моему, Было символическое, да, такая что-то сумма. такое. И там есть толпа джигитеров, короче, там собрал. И я сверху, короче, снимаю. Но это, конечно, осталось от Найзы только, конечно, это интрига, вот офигенные поединки. Даже там они показывали суперские бои. Я здесь потому что ходил по Алаш Прайду, все-таки Алаш Прайд в это время показывали, нормально там было. А я туда на завод приехал, я просто офигел.
Нифига себе, я этих пацанов вообще знать не знаю. А Жако уже, эти пацаны, они у вас уже не участвовали. Они уже... Жако, по-моему, уже в Fight Night был, да. И я смотрю, думаю, ёпнуть, как так, короче? Где здесь вообще? И судейство, я смотрю, офигенное. Все суперское. И пацаны показывают камбэки такие жесткие просто. Хорошие конкурентные бои. Да. Это визитная карточка да. на язык. Это было 100%. И Это было, и есть. 100%. Ну, Постарел ты, Сула, просто. Для боев. да, раньше я просто шикарный, да, выдавал. Да, Нокаут. эмоции? Нокауты. Да. Полевые нокауты. Все, что, Судмен? Давай, батарейк. Да, друзья, у нас батарейки садятся, и уже пленка заканчивается в камерах. Не забывайте подписываться на социальные сети. Пленка. Социальные сети — это и наш YouTube, на котором вы смотрите сейчас это видео, и наш TikTok, и наш Instagram. Не забывайте про наш сайт, где есть прямые трансляции всех турниров на ИЗА ТВ. Еще раз напомню, что нам нужна от вас активность. Пишите в комментариях, как вам сегодняшний выпуск и все остальное прочее, о чем я говорил чуть раньше. Всем пока. Встретимся через неделю, надеюсь.